Ассаламу алейкум, сахам сарамеххой. Это канал English Education, и сегодня мы с вами продолжаем изучение ингушского языка. И чем же мы с вами сегодня займемся? Сегодня мы с вами научимся различать цвета в ингушском языке. А потом мы подумаем о таких словах, как сегодня, завтра, послезавтра, вчера и так далее. Ну и в довершение всего, такой десерт, мы с вами поговорим о относительных местоимениях, места и времени. Это такая небольшая грамматическая часть нашего с вами сегодня занятия. И давайте приступим. Из чего мы с вами начнем? Начнем мы с вами с цветов. Давайте начнем с первого. Кей – белый. Тхакуа кей луахозаул. В нашем дворе белый снег красиво лежит. Хорошее же предложение? Хорошее. И следующее слово. Сина. Синий. Синий, голубой. Но на самом деле запомнить это будет довольно легко. Сина, синий, довольно сходится с русским языком. Скорее всего, это слово было заимствовано из русского языка, но немножко видоизменено на ингушский лад. И наш пример. Сина сигале сирда сетхиде. В голубом небе яркие звезды. Еще одно красивое предложение. И следующий цвет – это красный, цве. Это слово особенно интересно тем, что это слово можно по-разному понимать чисто от произношения, так как это слово может быть как цве – красный, цве – имя, ци – кровь, и также цве – огонь. Но у нас с вами красный. Цве зезаш хозаде – красные цветы, красивые. Это больше для девушек, наверное, все-таки. А уже переходим уже к любимому цвету парней. Аржа, черный. Савеши аржа машин е. Моего брата черная машина. Аржа. Вот видите, вот эта вот первая буква, это наша то есть та самая пресловутая единичка, которую мы заменяем на письме, заменяем единичкой аккуратненько. Кстати, дам вам небольшой лайфхак. Чтобы было более грамотно, можно заменять ее не единичкой, именно когда вы пишете в телефоне, а можно открыть английскую клавиатуру и поставить буковку I, потому что она на письме выглядит точно так же, как и наша буква И это будет выглядеть более органично. А мы идем дальше. Бяхцера, зеленый. Бяхцера. Таукуа дука бяхцера янаш е. Я тут немножечко не дописал, я извиняюсь. Тут буква я должна быть, это глагол to be. Тхакуа дука бяхцера янаш е. В нашем дворе много зеленых деревьев. Деревья в целом, в принципе, зеленые всегда, но чисто для связки слова ставим как есть. И последнее – это мора, коричневый. Саищи мора мосашье. Если переводить дословно, это будет означать «у моей сестры коричневые волосы». Но мы с вами понимаем, что по смыслу это будет означать «моя сестра шатенка». Если переводить дословно, то у моей сестры коричневые волосы. Но это звучит очень странно, да? Моей сестры коричневые волосы. Поэтому просто моя сестра шатенка. Саищи мора мосашье. А далее мы продолжим про такие слова, как завтра, послезавтра, сегодня, вчера, и так далее. Тут есть кое-что очень-очень интересное, что я для вас приберег. Сегодня тахан. Тут все просто. Например, тахан с экзамен е. Давайте просто скажем. Тахан с экзамен е. Сегодня у меня экзамен. Все просто. Или с экзамен тахан е, можно сказать. То есть это не имеет никакой разницы, то, где и как вы располагаете это слово. То есть именно показатели времени. Идем дальше. Завтра. Куана. Куан. Завтра у меня свадьба. Куана сухал чахде. Куана с халчага д. Завтра у меня свадьба. Я надеюсь, что вы пишете вместе со мной. Поэтому приготовьте ручки и тетради и давайте делать это все вместе. И следующее слово. Послезавтра. Ломма. Тоже на самом деле очень простое слово. Ломма. Я думаю, его довольно легко запомнить. А далее идет кое-что очень-очень интересное. В русском языке у нас как? Сегодня, завтра, послезавтра. Все, на этом мы закончили. Но в ингушском языке, ингушские люди, которые придумывали все это, они решили пойти куда дальше. Они такие, давайте еще раз, послезавтра, послезавтра.
И, как сказала одна моя ученица, послезавтра в квадрате. Послезавтра в 2 раза. Цулла, она называет это слово. Послезавтра в квадрате. В русском языке этой фразы нет, но мы с вами помним, что это разные языки, разные правила, поэтому это вполне абсолютно нормально. Ну, на русском языке это никак выразить нельзя, поэтому просто давайте запомним нашу формулировку. Это будет такая формулировка от школы ингушского языка INCAT. Цулла. Послезавтра в квадрате. И последнее, вот то, что я никак не смог назвать, ничто не смог придумать, это послезавтра в квадрате. Цумуака. Ну, я не знаю, как это назвать. Через 4 дня говорить или через 3 дня говорить. Ну, давайте послезавтра в квадрате. Цумуака. И теперь идем в обратную сторону. Вчера. Селхан. Вчера. И, например, давайте тоже примерчик сделаем. Селхан. Садя. Вяди. Дар. Вчера у моего папы был день рождения. Про то, что почему у папы, мы с вами уже разбирали, буквально недавно, про то, как мы выражаем принадлежность к нашим родственникам, друзьям. Кто не помнит, обязательно найдите этот выпуск, пересмотрите его и освежите свои знания. То есть, когда у нас слово «папа» — это «да», а когда «папин» или «папы» у нас «дя». Ну и также остальными фразами. «Селхан садя вя дидар». И последнее — это позавчера. Самардина. Самардина. Звучит на самом деле довольно сложно, поэтому постарайтесь это отработать. Самардина. Можно сказать, знаете как? Например, как Самара и там Дина. Как-то, чтобы запомнить какую-то ассоциацию себе сделайте, например, с городом Самару, например. Самардина. Так, если Самару вспомнили, такой, о, все, Самардина, помню. Но тут, конечно же, вы, наверное, уже ждете, что будет продолжение. Там, позавчера в квадрате, позавчера в квадрате. Но всего этого нет. Почему-то, видимо, на этом моменте ингушские филологи в древности такие, ладно, короче, мы устали, вчера, позавчера и хватит на этом. Тут они решили отдохнуть. Ну а теперь мы переходим к нашему, так сказать, десерту, что я оставил нам напоследок. Это относительные прилагательные места и времени. То есть немножечко грамматики, потому что слова знать хорошо, какие-то выражения знать круто, но без грамматики выучить язык нельзя, вы это прекрасно понимаете. Именно поэтому мы сейчас немножечко грамматики добавим в наше занятие. И относительные прилагательные места и времени. То есть про обычные прилагательные мы с вами уже разговаривали на предыдущих уроках, на всем выпуске. Кто не смотрел или уже успел подзабыть, советую вам освежить свои знания и вернуться уже сюда обратно. Так вот, относительные прилагательные места и времени. То есть сама формулировка говорит, что это прилагательные, выражающие место и время. И давайте начнем именно с времени. Например, тахан – это сегодня. Я немножечко тут ошибся, я надеюсь, вы мне это простите. Должен вот так сегодня должен был написать. Тахан – это уже сегодня. И чтобы сделать из этого прилагательное сегодняшний, нам надо просто прибавить ара. Таханара. Тахан плюс ара, таханара. Сегодняшний. Таханара мягк. Сегодняшний хлеб. Ну, это если дословно. А по смыслу это будет свежий хлеб. Да, вы приходите в магазин и говорите «Суньес таханар мягк». Или «Таханар мягкиер». Этот хлеб свежий, этот хлеб сегодняшний. И вам ответит, что там, вчерашний, позавчерашний, прошлогодний, как любят делать на 1 января. И далее следующее слово, давайте уже про место. Луам – гора. По тому же самому правилу прибавляем ара, и получается луамара – горный. Луамара фо – горный воздух. Давайте такую метафору придумаем. Мамерзаде луамара фо. Какой же сладкий горный воздух. И последнее – это сохк. Сохк – это прошлый год. А если прибавить ара – сохкара. Это уже прошлогодний. Давайте вернемся обратно к нашему хлебу. Вы спрашиваете, ермях ктахнари, этот хлеб свежий? Ну, представим, что это 1 января. И вам говорят, сохкаре, прошлогодний. Ну, это шутки по типу свежего хлеба на 1 января, но на ингушский лад. И, вернемся уже к нашим словам. Сохкара-а – это прошлогодняя зима.
Но прошлогодняя зима вы, конечно, говорить не будете, вы скажете просто «прошлая зима». Вот и все. На самом деле очень простое правило. Просто берете прилагательное место и времени, прибавляете «ара», и у вас получается то, что вам нужно, то, что вы можете использовать в своей речи уже. Ну а на этом мы с вами заканчиваем. И сегодня мы разобрали аж 3 важные темы. Мы поговорили про цвета, поговорили про дни и поговорили про относительные прилагательные места и времени. И теперь я хотел бы попросить вас подписаться на Инстаграм ассоциации ГАЛ. Эта ассоциация направлена на развитие ингушского народа. Они вкладываются в различные отрасли, сферы и помогают ингушскому народу становиться лучше. Переходите по ссылке на их Инстаграм-страницу и поддержите ребят в их благородных стремлениях. Ну а теперь я познакомлю вас с онлайн-школой для подготовки к ЕГЭ Smart Ed. Чем примечательна данная школа? Данная школа примечательна тем, что в своей деятельности она использует современные технологии, преподавателей из МГУ и удобный формат обучения, направленный на то, чтобы ваши дети, ну или же вы сами, готовились к ЕГЭ на максимальный балл и поступали в вузы вашей мечты. Удобный формат обучения данной школе состоит в том, что вы смотрите еженедельные лекции, где отрабатываете весь теоретический материал, и уже на онлайн-семинарах вместе с преподавателем добиваете ваш материал и доводите его до идеала. Также важной особенностью данной школы является то, что она стремится не просто обучить вас механизмам и каким-то шаблонам для сдачи ЕГЭ, она стремится дать вам в первую очередь понимание, как все эти науки работают, чтобы в стрессовой ситуации вы не оказались в холодном поту, а сумели быстро разобраться, что к чему, так как вы имеете в первую очередь понимание. Знание механизмов и шаблонов даст вам возможность сдать определенные задания, а именно понимание даст вам максимальный балл и выход из любой ситуации. Присоединяйтесь к Smart Ed, переходите на их сайт, на их инстаграм-страницу и убедитесь во всем этом сами. Ну а я с вами прощаюсь. Адика Хейлышин. Ассаламу алейкум.